популярность. Иногда благодаря ей корпоративное коммерческое название становится именем нарицательным. Как, например, скотч у компании 3M – это рулонная клейкая лента. Так и аспирин у компании Bayer. По сути, это жаропонижающее средство. Так произошло и с компанией Toyota, выпускающей Prius. Потому что Prius стал синонимом слова «гибридный автомобиль». Хотя 20 лет назад этой фразы «гибридный автомобиль» даже и в обиходе у людей не было. Не берем в расчет то, что принципы гибридной установки были разработаны еще в начале 20 века. Как и не берем во внимание редкие автомобили типа Lochner Porsche, бельгийский Piper, Audi Duo, ту же самую, всякие редкие автобусы, грузовики. Их мы не берем во внимание, потому что, не прижились они. По тем или иным причинам не стали массовыми. Фактически, отправной точкой современной истории гибридных автомобилей стал именно он, Toyota Prius. Что такое режим B? Это сложно объяснить, потому что здесь, в Калифорнии, с бензиновым мотором Байден не может справиться. При нынешней цене желающих его купить будет очень мало. Какая-то, вообще маленькая пугалка. Друзья, я понял, что ошибался вообще во всем. Все началось на рубеже 93 и 94 года. Тогда был запущен проект G21 или Global 21 с простыми, но в то же время достаточно сложными требованиями. Сделать компактный, но вместительный автомобиль и экологичный. Лозунг был такой: успеть точно вовремя к началу 21 века. И уже в 1995 году был готов прототип гибридной установки, которую они назвали Toyota Hybrid System. Так спешили, разработка так была, в спешке вся делалась, потому что была амбициозная цель – успеть представить автомобиль к 21 веку, к началу международной конференции по изменению климата. Ого, ничего себе. И они успели. В 1997 году автомобиль был представлен на конференции, не только на конференции, он был представлен в автосалонах и поступил в продажу в Японии. То есть они его не просто сделали прототип, который смог приехать на выставку, они его отправили в продажу. Он стал продаваться, максимально быстро стал популярным. И к 2000 году они посмотрели, что можно еще улучшить, что можно доработать, и отправили его продаваться в Европу и в Соединенные Штаты Америки, где он мгновенно стал популярным, доказав тем самым, что гибриды уже это не какой-то модный хайп или автомобиль для фриков, для гиков, как хотите, а реальная альтернатива традиционным бензиновым автомобилям. Вторая волна популярности накрыла старенькие приусы здесь, в Соединенных Штатах Америки. И имя этой волне – это наплыв мигрантов. Вы даже не представляете себе, какой спрос здесь на эти приусы только в одном лишь русскоязычном комьюнити, не говоря о других. И почему же так происходит? Потому что большинство мигрантов проходит период адаптации через работу в DoorDash или в Uber. Это доставки еды, что-то типа Яндекс.Еды, да, то есть это агрегатор доставок из разных кафе, из разных ресторанов, из разных заведений к заказчикам. Стопы. Обожаю стопы в Америке. Так вот, из разных заведений к заказчикам. И получается, что на моем опыте за каждый день можно легко накатать 100-150 майлов, не километров, 100-150 миль. День за днем, час за часом ты так катаешься в поисках лучшей жизни, чтобы прокормить семью, чтобы перейти на новый этап жизни, когда получишь разрешение на работу, начать там работать. Короче, большинство мигрантов проходят через вот такую гастарбайтерскую работу. Здесь это гастарбайтерская работа с огромными пробегами. И не просто пробегами, а пробеги у тебя получаются такие, что светофор, парковка у заведения, поездка, снова светофоры, снова парковка у кастомера в апартах, там у частного дома, снова светофоры, снова поездка, опять заведение, светофоры, кастомер, заведение, светофоры, кастомер, и так по кругу. И все нормально. Почему? Потому что здесь нам помогает, во-первых, то, какой он юркий, какая у него классная обзорность в стиле
аквариум. Также очень сильно помогает разворот. Радиус разворота всего лишь 4,7 метра. Ну, как это описать простыми словами? Простыми словами это значит то, что я там, где остановился, на простой улочке, например, у частного дома, я в один заход могу взять и развернуться, ничего не делая. Просто поехал, выкрутил руль, развернулся и поехал в обратную сторону. Когда мне доводилось дурдашить на Ниссанчике или на Додге, как я его называю, на трачке, этот же разворот самый приходилось делать в 3, а иногда в 4 захода. То есть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда и поехали назад. Здесь просто меньше я ни на одной машине не видел. Сказывается то, что и руль хорошо крутится, и то, что он маленький, в один заход. Это невероятно удобно. Ну и во-вторых, нам помогает экономичность и его надежность. И здесь про надежность и про экономичность нам надо немного поговорить о технической части. Обещаю, без занудства. Значит, я думал, что в нем есть просто электромотор, который работает на малых скоростях, как, например, в этой ситуации, когда едешь по парковке или где-то паркуешься, или в пробке стоишь. В довесок к нему, я думал, что в довесок к нему малолитражный, обычный небольшой мотор, который потребляет мало бензина, потому что он банально малолитражный, машина легкая. Плюс я думал, что там какая-то есть старт-стоп-система, раз он постоянно включается, выключается, особенно когда на светофоре останавливаешься, бац, резко выключается. Как и все современные эти машины типа Mazda, у которой Skyactiv, да, старт-стоп. И что коробка здесь вариатор. И все. Вот что я думал. Но когда начал готовиться к этому видеообзору и начал изучать техническую часть, материалы все, как он вообще устроен, как разрабатывался, я понял, что ошибался вообще во всем. Опаньки. Значит, новшество, которое внедрила компания Toyota со своей Toyota Hybrid System. Оно заключается в том, что, давайте так, раньше, до того, как они это изобрели, спроектировали, сделали, электромотор с бензиновым мотором работали либо последовательно, либо параллельно. Акцентирую на этом внимание. Было или. Toyota объединила оба этих направления, обе эти системы. Итого получается, что они работают и последовательно, и параллельно. Основная фича здесь заключается в том, что электромотор, и это, внимание, это про надежность, он помогает бензиновому мотору в основном. То есть он снимает с него огромную часть нагрузки. В частности, когда трогается с места. И вообще про режимы работы, как он работает, сейчас мы будем кататься, я покажу. Но главное вот это понимать, что отчасти благодаря этому получилась такая новая система, которую другие стали кто-то у них брать за деньги, то есть типа лицензию производить также. Кто-то начал пытаться конкурировать, пытаться производить свои системы. Вот, раньше не было именно такого. Что касательно ДВС, двигателя внутреннего сгорания, он здесь действительно плюшевый. Конкретно этот автомобиль 2001 года, созданный в Японии, произведенный в Японии, но для американского рынка. То есть после 2000 года, как я и говорил ранее, автомобили стали отправлять в Европу и в Америку, и конкретно для Америки стали производить ради Америки, из-за Америки. Более мощные моторы, потому что здесь такие фривеи, что с мотором, который был на первых приусах, 50-сильным, по сути, можно было ездить только в маленьких густонаселенных японских городах. И, возможно, в Нью-Йорке, на Манхэттене бы он справился. Но конкретно сюда уже поставили 72-сильный мотор. 4-цилиндровый, алюминиевый, цепной. Стандартная японская, тойотовская и надежная тема. Также в нем электромотор мощностью 33 киловатта. И взаимодействует вся эта конструкция через планетарный механизм или бесступенчато регулируемую трансмиссию. Это очень сложно. Я до конца в этом не разобрался, то есть я понял, как это взаимодействует, но как работает, потому что я это вживую не видел, и думаю, большинство из вас тоже не видели, как работает вживую планетарная коробка передач, это очень тяжело осознать, поэтому я могу только описать словами, что происходит, и вставить поверх моей речи видеоряд от самой Toyota, от других всяких разных компаний, кто объясняет физику происходящего внутри планетарной коробки передач. Это просто капец. Вставить это видео. Значит, так.
Здесь нет ступенчатой коробки передач, как на обычных автомобилях, то есть, например, там 5-ступенчатой, 6-ступенчатой, здесь ее нет. Также здесь нет сцепления, гидротрансформатора. Колеса всегда жестко соединены с двигателем внутреннего сгорания и 2 электромоторами. Также нет вообще никаких муфт, синхронизаторов и других механических органов управления. Можно сказать, что это своеобразный электровариатор. И опять же, благодаря тому, что нет очень большого количества привычных деталей, и благодаря этому тоже достигается надежность, потому что они не выходят из строя. Также здесь нет генератора, в привычном понимании генератора, и стартера. И генератор, и стартер заключены в одном из электромоторов. То есть есть здесь... Вот это, кстати, в переводах на русский язык разные названия этих электромоторов фигурируют, но, грубо говоря, есть один тяговый электромотор, который помогает как раз-таки бензиновому мотору именно крутить колеса, трогаться с места, например, на стандартной скорости, то есть когда вы там достигли, например, 50 миль в час, едете по ровной поверхности, без горок, расход топлива падает благодаря тому, что электромотор на скопившуюся до этого энергию, когда работал только бензиновый мотор, что электромотор тоже включается в работу и делится энергия. То есть вам не надо в горку ехать, вот вы едете на круиз-контроле ровно 50 миль в час, работают 2 мотора. Бензиновый и тяговый электромотор, поэтому получается маленький расход. Именно в таком режиме по горам немного ситуация хуже. Так вот, это что касаемо тягового электромотора. И второй мотор, его называют, ну, по крайней мере, в переводе, мотор-генератор. Он берет на себя более сложные функции и как раз-таки заменяет собой стартер, генератор от обычного автомобиля. В нем же происходит управление всеми этими штуками, он же подключен к самому планетарному механизму и делит все это, управляет всем, управляет рекуперативным торможением, которое при торможении накапливает энергию в высоковольтную батарею. Короче, вот такие 2 электромотора. Но это не, грубо говоря, 2 электромотора, которые один на левое колесо, второй на правое, или один на передний привод, другой на задний. Нет, здесь у электромоторов немного другая схема работы, принцип работы, если хотите. Латинское слово «prius» трактуется как «первый», изначальный. И если глобально, когда Toyota это все придумывала, и название, и концепцию, планировала стать первой компанией, которая сделает гибридные автомобили, то у них это получилось. Потому что Prius, он же родоначальник целого жанра, целой новой эпохи автомобилей, гибридных автомобилей. Значит, вот первый режим, когда мы его завели, только-только завели, ну как завели, активировали, включается бензомотор. То есть он чуть-чуть прогревает то, что надо прогреть, прогоняет масло и тому подобные жидкости, и сейчас отключится. Как только отключится, сразу поедем. Слышите, да? Работает бензин. Сейчас он зарядит сколько надо. Про экономию, да, можно пока поговорить. При нынешней цене топлива здесь, в Калифорнии, просто вообще Байден не может справиться с экономической ситуацией. Бензин стоит больше $5 уже. Самые дешевые заправки, самый дешевый бензин, который, собственно, сюда подходит, стоит $5 уже. 4,96 за нал, ну вот, по крайней мере, сегодня. $5.06, окей, просто $5, да? $5 за галлон при оплате по карте. Итак, при нынешней цене, если, например, ездить на моем трачке Dodge Dakota, у него расход 15 mpg, миль на галлон, и на 100 миль это получается $33 при цене $5 за галлон. А Prius потребляет всего лишь 41,5. Вот, кстати, сейчас до 41,6 поднялось. Ну окей, 41,5 возьмем, да? При той же самой цене, том же самом бензине на 100 миль это всего лишь $12. Итого получается экономия примерно $20 с каждой сотни майлов. Да, мы сейчас не будем говорить про то, сколько стоит там Prius, сколько стоит трачок, про их всякие разные возможности. Вот просто. При прочих равных вот такая огромная разница в цене. Кстати, долго мы тут по мелочи, пока обзор снимали, ездили на электромоторе, всякие мелкие телодвижения совершали, поэтому пока он никак не выключается. Ну окей, включаем D-передачу. Вон, видите, как много здесь желающих погонять по парковке. Девчонки, кстати, были. Зачем мне надо было сюда? Что это за маневр? Окей, ладно.
Пошка, покажи, пожалуйста, эту передачу, коробку переключения. Мне очень нравится, что она здесь. Вообще, это американская тема. Не знаю, делали они так именно для Америки или просто, чтобы здесь освободить место. Ну, короче, по-моему, очень удобно, нежели здесь. Значит, включаем режим Drive. Кстати, режим B. Что такое режим B? На меня? Некоторые, те, кто не разбираются, говорят, что это режим B, battery, ехать чисто на батарейке. И я, как человек, который не склонен во все верить сразу же, а который хочет все перепроверить, начал проверять, и оказалось, что нифига. Режим B, и это написано в сервисном мануале, это braking, то есть торможение. На самом деле, как этим можно пользоваться по городу? По городу это можно использовать как режим управления одной ногой, потому что, когда ты едешь и отпускаешь газ, он на этом режиме будет активнее тормозить и рекуперации, и всем вместе. И если хорошо почувствовать машину, если хорошо вклиниться в поток, то ты сможешь практически не тормозить, то есть практически не убирать ногу с газа. Ну, то есть отпускать газ, и он будет сам тормозить. Но по факту это сделано для того, чтобы на крутых спусках с гор ехать и включать, грубо говоря, как пониженную передачу на грузовике, чтобы он тормозил двигателем. Но он будет тормозить не просто двигателем, а он будет включать рекуперативное торможение одним из электромоторов, то есть не задействуя тормозные колодки, и торможение бензиновым двигателем. То есть это призвано, чтобы и накапливать энергию, и не давать перегреваться тормозам, но и не дать перегреться режиму рекуперации энергии. Поэтому и бензиновый мотор помогает тормозить. То есть, короче, работает просто типа супер шикарно на сохранение автомобиля и на запасение электроэнергии для будущих моментов. Вот зараза, не хочет включаться электромотор. Ну ладно, начнем ехать так. Вот тихонько едем. Это, кстати, тоже, в принципе, один из режимов, что можно ехать на бензиновом моторе, если у тебя кончилось электричество. Ну-ка. Пошка, мы сломали электромотор. Он не хочет выключаться. Окей, anyway. Сейчас мы разгонимся, допустим, до 20 майлов в час. И я проще покажу на экранчике, кстати, который тоже сенсорный, удивительно, да? В 2001 году сделали, в 2000 даже сделали сенсорный экран, который, падла, тоже сейчас не работает. Я ничего не могу сделать, елки-палки. Все пошло не по плану, друзья. Или я не могу в режиме драйв переключиться. О! Выключился бензиновый мотор, то есть, значит, он запас энергии сколько надо. Что надо? О, есть. Вот. Теперь мы можем смотреть, как работает энергия показательно. Вот. Смотрите, сейчас бензиновый мотор отключен. Основная его фишка и основная экономия происходит, если на нем ездить плавно. Ну, то есть, собственно, так и рассчитано по густонаселенным городам, где плотный трафик, никто с места на спорткарах не трогается. Падла. Сори. Вот. Режим D. Мы плавно трогаемся с места, примерно до 15 миль в час он может набрать на электромоторе. Слышите, да? Едем в тишине. Газую сильнее. Включается бензиновый мотор. Вы это слышите и видите по этим показателям. Сейчас покажу, как на усредненной скорости включается электромотор. Ну вот, допустим, сейчас. Вот мы сейчас разгоняемся 20 миль в час. Я включаю круиз-контроль. И вот вы, допустим, едете по тихой, спокойной улочке. Смотрите, у нас работает... Стоп, круиз-контроль не включился. Стоп, почему? Он на маленькой скорости, кстати, не работает. На маленькой скорости круиз-контроль не работает. Окей. Заходим на второй круг. Выберем побольше места, чтобы можно было разогнаться. Для резких ускорений, кстати, тоже электромотор с бензиновым подключаются. Вот, 30 миль в час. Включаю круиз-контроль. Вот он едет 29 миль в час. Поддерживает скорость. И вы видите, что работает. Все как и должно быть. Останавливаемся. Бензиновый мотор заглох. Мы опять на электрике. На электрике мы можем передвигаться по парковке медленно и спокойно. Вот что я сейчас делаю. Или, допустим, в глухой пробке. Например, в Москве такие пробки часто, что все чуть-чуть проехали
и опять встали. Вот, пожалуйста, на электромоторе в тишине. Так и получается, что одно с другим связывается, и получается и экономия топлива, и надежность. И если надо, резкий разгон, да, то есть как бы по его скромным меркам достаточно нормально он пуляет. Да, никаких выдающихся показателей, до сотни он разгоняется за 13 секунд, и когда некоторые говорят и про расход, там, и про разгон современных маленьких машин, что типа такой же у них расход, такая же скорость. Ребят, современные машины, а мы говорим об автомобиле, который был создан в 97 году, и по сути здесь в 2001 году двигатель не претерпел каких-то кардинальных изменений по сравнению с 97 годом, только увеличили количество лошадиных сил, а сам мотор остался таким же. И елки-палки, друзья, спустя, сколько у нас сейчас, 23 год, этот автомобиль 2001, спустя 22 года, мы имеем вот такие показатели. То есть разгон до сотни за 13,5 секунд, абсолютно комфортные возможности его в городе, хороший расход топлива, экономичность, надежность, елки-палки. Еще и сам этот автомобиль сейчас здесь, в Америке, стоит дешево. В России, конечно, тяжело, потому что в России вообще про эти приусы слыхать ничего не слыхал, и в Ижевске их не видел. Возможно, в Москве ситуация другая, и в Москве их больше, я как-то не обращал внимания. Вообще про эти приусы ничего не знал. Думал, что за странная машина. То есть там, знаете, 1-2 раза видел, и все. А оказывается, вот какая интересная шушлайка. Недорогая, надежная, экономичная и маленькая. Вообще в городе на нем ездить просто одно сплошное удовольствие. Хотя, стоит признать, что если на нем ехать плавно и аккуратно, то на дороге его абсолютно не уважают. То есть, когда Полиночка попадала в день такой, что надо ей поездить на нем, а я на другой машине, постоянно жаловалась, что там ее кто-то подрезал, там ее кто-то не пропустил, там еще что-то. Да, уважения к такому автомобилю на дороге, к сожалению, никакого нет. Но, опять же, если ты едешь шустро, как Калюня, то у тебя это, во-первых, легко получается, потому что он маленький и юркий. Во-вторых, все начинают тогда от тебя шарахаться, потому что от такого старого приуса и маленького никто не ждет такого поведения. Но и это он может дать вам абсолютно сполна, по крайней мере. У меня все на нем отлично получается пользоваться им и ездить на нем так, как я хочу. И где-то и спокойно, и где-то дать ему просраться, и дать просраться другим участникам движения, чтобы никто меня не подрезал, не вел себя неуважительно по отношению ко мне на дороге. За это мне очень нравится. И его обзорность, я понимаю, я прекрасно понимаю, что на видосе это описать практически невозможно. Но его размеры и то, насколько здесь пропорционально больше остекления, насколько большие окна относительно его размера, все эти маленькие стойки, и то, как ты сидишь, получается, что вот я чуть-чуть повернул голову сюда, я вижу его края, все абсолютно с переднего края до заднего, будь то правая часть или левая, я вижу вообще все. И поэтому парковаться на нем очень легко. Конечно, сейчас это на парковке для видоса никак не могу вам продемонстрировать, но постараюсь вставить сюда поверх этого видосы, где я заезжаю в какие-нибудь узкие места. И поверьте мне, мы на нем ездим, мы его взяли в аренду в мае. Сейчас сентябрь, то есть я проездил в большинстве случаев, езжу на нем я DoorDash по каким-то другим рабочим делам хэндименским. Ну, допустим, DoorDash, да. В день это тебе приходится сделать кучу остановок у кафе, у кастомера, там где-то припарковаться, там где-то туда-сюда. И на нем это делать очень просто. Прямо я так смотрю на это и, господи, в современных реалиях это реально тачка для DoorDash. Ну, или тачка для мегаполиса, потому что, опять же, запарковаться, найти место парковочное, там где-то, где его нет, просто изи запарковаться, без камеры заднего вида, без парктроников. Я еще не встречал автомобиля, на котором это было бы сделать так же легко, как на старом Приусе. Не знаю, как на новых. Надеюсь, они это смогли сохранить, эту черту, и на новых Приусах, надеюсь, что смогли сохранить, потому что этот, для меня это просто любовь. В своем смысле. То есть не то, что я себе хочу такую же машину, да, старая, да, есть там куча всяких нюансов, но то, какие задачи он смог выполнить за это лето, за эти там 5-6 месяцев, это просто в памяти останется навсегда небольшая любовь к нему. И давайте вообще вкратце пробежимся по хоть каким-то особенностям, какие здесь есть. Сверху вниз, слева направо. Друзья, это, конечно, будет очень смешно, потому что здесь все максимально простое. То, что он стоит по классу, по цене выше Короллы, но ниже Camry, абсолютно не значит, что он выше, чем Corolla по качеству.
И чуть-чуть не дотягивает до Camry. Нет, цена только из-за гибридных разработок. А так здесь все очень аскетично и просто. Ну вот смотрите. Ах, козырек от солнца, да? Видно? Вот такая штучка. Зеркальце есть, подсветки, естественно, нет. Здесь просто магнитик. Также нет привычной вот этой резинки, полосочки, в которую можно вставить какие-то документы. Ну, спасибо, что откидывается. С этим все абсолютно так же. Можно даже не поворачивать камеру, фиг с ним. Все тоже точно так же. Под очки футлярчика здесь никакого нет. Просто две лампочки есть. Окей. Ну, зеркало стандартное с затемнением. Большое окно, окно просто кайф, ветровое стекло, видно все изумительно, офигенно, окей. Дальше, сверху вниз. Про рычаг переключения передач я сказал, очень удобно, режимы R, N, D и B, все стандартно, ну, B разве что, да, вместо спорта, B, брейкинг. Особенность, нюанс, недоработка инженеров, которые смогли сделать первый в мире популярный, работающий, надежный, хорошо работающий гибридный автомобиль. Эти же самые инженеры, друзья, рычажок круиз-контроля, всего управления круиз-контролем на руле. Не вот тут вот, где щетки, поворотники на вот этой основной корзине, да, грубо говоря, которая зафиксирована. Он, сука, на руле. Когда ты поворачиваешь руль, он поворачивается вместе с рулем. То есть им управлять, когда ты на фривее кого-то обгоняешь, плавно поворачиваешь, там, ну, то есть там затяжной поворот, но достаточно крутой, но длинный, да, то есть ты так поворачиваешь руль и едешь далеко, ты ничего не можешь сделать, потому что он у тебя уезжает. Он, ну, типа, он должен быть здесь зафиксированный. Ну, нет, он двигается вместе с рулем. Все, остальное все стандартно. Щетки, водичка, поворотники. Внимание, 4 электростеклоподъемника, водительский с режимом авто, только он, но на Короллах редко были стеклоподъемники электрические для всех окон. Так, здесь у меня подсъемочка есть электроуправление зеркалами, электропривод зеркал и вот эта хрень. Ну, естественно, я думал, что это стандартная штука регулировка фар вверх-вниз, но оказалось, что это яркость приборной панели, бортового компьютера и вот этого всего. Также здесь есть кондиционер. В жару у нас расход бензина увеличился или снизился, в зависимости от того, как вы это воспринимаете, потому что в Америке говорят чуть по-другому. Короче, расход стал хуже. Расход с кондиционером, если целый день ездить на кондиционере, очень плохой, потому что с кондиционером практически не включается электромотор, то есть когда ты останавливаешься, бензиновый мотор не выключается, он продолжает работать, то есть электромотора, электробатареи недостаточно, чтобы работал кондиционер. По-моему, у современных приусов это немножко поправили. Бортовой компьютер. Я думаю, что мало у каких автомобилей в те годы был сенсорный экран. Вот здесь он переключается на демонстративное показывание вам, какой мотор сейчас работает, бензиновый, электрический, и какой куда посылает энергию. На колеса или в батарею. И прикольно, что здесь переключается режим отображения скорости в километрах в час для России, например, для Европы, и в милях в час. Прикольно и удобно. Так, какой же у нас пробег? Пробег у нас 209 911 миль на данный момент. И, в принципе, все с ним нормально. Есть пара нюансов. Ну, то есть, например, очень-очень-очень иногда он странно дергается, когда останавливаешься. И я, не знаю, по ощущению, что глючит вот это переключение бензинового мотора на электрический, очень тяжело описать, и бывает очень редко, поэтому в сервисе тяжело описать, потому что тяжело показать эту проблему. И второе, что лично я заметил, что, знаете, в начале лета у нас был расход аж 45 mpg, а сейчас вы видите, ухудшился до 41,6. Потому что у меня, по ощущениям, теряется КПД электромотора или теряется емкость этой высоковольтной батареи, потому что конкретно коэффициент полезного действия электрического мотора уменьшился. Как я это замечаю? Во-первых, раньше он больше возможностей давал на электротяге и ощутимо лучше тянул на круиз-контроле на ровной плоскости, то есть там не на фривее на 70 милях в час, а на 40 милях в час, на обычной дороге в городе, но когда между светофорами большое расстояние, я успевал включить круиз-контроль, и я прям чувствовал, что он едет плавно.
Сейчас же я прямо чувствую, ну, так как я в нем очень много времени провожу, поэтому любое изменение я очень хорошо чувствую. И прямо чувствуется, что это очень сложно описать, но как будто ему тяжелее, как будто он так тяжелее тянет. То есть тянет все нормально, естественно, есть возможность хоть кого обогнать, то есть там газа подал, и он поехал. Но чувствуется, что электрической части как будто тяжелее. Как будто ее возможности чуть-чуть уменьшаются. Вот, кстати, включился бензиновый мотор, потому что емкость батареи, заряд батареи начал падать. И вот сейчас мы видим на экранчике, что бензиновый мотор не крутит колеса, а просто заряжает батарею. Такие дела, друзья. Итак, поговорим про размеры. Ну, конечно, не надо его воспринимать как прям вместительный автомобиль, хоть я и говорил, что план у них был такой, что надо создать компактный, но вместительный автомобиль. И это сложно объяснить, но я постараюсь. Дело в том, что не надо к нему относиться как прямо к компактному автомобилю, потому что он все-таки больше, чем компактный автомобиль. То есть, если брать там, например, Deo Matiz и какие-нибудь маленькие Тойотки, ну, он покрупнее, потому что здесь все-таки можно сесть впятером и да, тесновато, но не так тесно, как в компактном автомобиле, хотя при этом он компактный. Но в любом случае, одному, конечно, ездить супер комфортно, вдвоем тоже отлично, но я думаю, что если тут садится несколько человек, то, конечно, испытывать можно достаточные неудобства. О, хотя, кстати, Полин, я ни разу не сидел сзади. Место-то для ног есть. По-моему, в Тесле мы ездили, да, там ноги вообще не поднимались, просто водительское сиденье упиралось в ноги. Не, нифига, здесь есть место под водительским сиденьем, и вот я сижу сам за собой. В серединке здесь вообще места нет, то есть если сидеть тут втроем взрослым, троим взрослым, таким, как я, примерно телосложением, уже будет практически нереально. Но сидеть сзади вдвоем, я считаю, что вполне нормально. Да, вот я сел, и все здесь нормально, все достаточно хорошо. Окей, да, конечно, здесь... О, кстати, здесь нет подлокотника. Сзади здесь нет подлокотника. Из спинки задних сидений ничего не достается. Ну, стандартные есть кармашки, вентиляционных отверстий отопителя нет ни в ногах, нигде. Здесь сдуть не буду, то есть здесь будет жарко, а зимой ногам будет холодно, потому что под передними водительским сиденьем и пассажирским под передними сиденьями нет воздуховодов для тепла. Но в целом, кстати, да, нормально. То есть, как я и говорил, вместительный. И давайте посмотрим багажник. Помимо доставки еды, ну, например, у меня получается иногда работать хэндименом. Ну, влазит сюда лестница, пара мешков цемента, сумка с инструментом, еще несколько всяких вещей, мои наколенники. Ну, короче, понятно, что багажник в той же Королле, которая была у меня в России, намного больше, намного вместительнее. Но, блин, черт возьми, я не могу сказать, что он маленький, потому что, блин, не помню, какая машина у нашего гитариста в Крыму была, у Игоря, Toyota Yaris или какая-то, короче, вообще маленькая пуколка. Ну, там багажник-то вообще был, ну, просто узенький, я не знаю, туда гитару только положить. Мне кажется, туда лестница с мешками цемента бы не влезла. При том, что здесь еще, вот, кстати, почему в спинках задних сидений нет выдвигающегося подлокотника, и вообще эти сиденья не складываются. Потому что здесь спрятана высоковольтная батарея, которая, собственно, и является частью электромоторов и частью гибридной установки. То есть, помимо аккумулятора в моторном отсеке, обычного, стандартного 12-вольтового, вот здесь большая батарейка, так сказать, предшественница электромобилей. О, ну, кстати, аккумулятор-то 12-вольтовый тоже здесь, тоже в багажничке. Во всех источниках про историю создания этого малыша фигурирует цифра примерно $1 миллиард, даже по тем временам. Это колоссальная сумма. Эти деньги они потратили на его создание, на его разработку. Вложили. И по всем экономическим показателям они должны были продавать его, цена на него должна была быть дороже, чем Toyota Camry. Но они прекрасно понимали, что за эти деньги желающих его купить будет очень мало. И в ущерб своим экономическим показателям они установили на него цену ниже, поставив его между Corolla и между Toyota Camry. В ущерб своим экологическим показателям. Повторяю это. Тем самым они отнеслись к этому, по крайней мере, они так заявляют, что окей, пусть это будет нам не так выгодно, как мы планировали, но это будет наша инвестиция в будущее.
в будущее экологии. Спасибо большое, друзья, что смотрели это видео. С вами был Калюня из Калифорнии. Всем удачи и счастливо. Увидимся. Все. И там то, что, во-вторых, помогает экономичности и надежности. Здесь нам надо немного поговорить о технической части. Коля на монтаже. Сделай это до Нового года. Вот посмотрите, господа, это вот машина. Вот у машины есть мотор. И у мотора есть еще hybrid system какой-то. Да. И вот.